Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Пенсионные выплаты, льготы, доступная медицина, своевременное предоставление жилья или мест в детских садах – это не просто строчки в законах, это основа достойной жизни каждого гражданина. Но, к сожалению, на практике эти права иногда нарушаются. Одна из главных задач политики региона – это создание доступной среды и равных возможностей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом мы сегодня поговорим в студии прокурора отдела по надзору за исполнением закона в социальной сфере прокуратуры Республики Евгений Александров. Евгений Петрович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите немножечко, о работе прокуратуры Республики, вот именно в указанном направлении, которое я сказала. Да, действительно, одним из основных приоритетных направлений деятельности прокуратуры Республики является защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Люди с ограниченными возможностями здоровья требуют к себе повышенного внимания со стороны государства, да, которое гарантирует им равный доступ к объектам социальной инфраструктуры, вообще равный доступ к реализации их прав. Да? В связи с этим в России существует обширная нормативно-правовая база, основу которой, конечно, составляет Конституция, да, которая гарантирует как раз-таки равные возможности. И основным направлением, основным законом, да, в указанной сфере является федеральный закон номер 181 о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, которым мы руководствуемся в своей деятельности, да, ну и множество подзаконных нормативно-правовых актов. Да. В целом у нас на территории республики сложилась негативная тенденция инвалидизации населения. Да. В настоящее время по подсчетам на территории республики проживает около 60 тысяч инвалидов, что составляет примерно 6% населения республики. И, к сожалению, из этих 60 тысяч 8 тысяч инвалидов – это дети-инвалиды, что составляет примерно 13% от общего числа инвалидов. Да? Анализ состояния законности в указанной сфере свидетельствует о продолжающихся нарушениях. Да? Проверки прокурорские показывают недостаточную организацию работы органов государственной власти именно с этой категорией населения. Да? Так, прокуратура республики за 2025 год и полгода 2026 года в совокупности выявлено более 1900 нарушений законов, в связи с которыми принято свыше 1100 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено около 420 должностных лиц и 132 должностных лица привлечены к административной ответственности. По нашим материалам в указанной сфере возбуждено и расследуется 3 уголовных дела. А какие сейчас вообще имеются меры поддержки для таких людей? Да, для инвалидов указанный федеральный закон и другие федеральные законы предусматривают ряд мер социальной поддержки. Да, давайте их необходимо подразделять, чтобы понимать для себя, да, какие. Начнем с пенсионного обеспечения. Да. Инвалиды 1, 2, 3 групп из числа застрахованных лиц имеют право на получение страховой пенсии по инвалидности. При этом неважно, продолжает человек работать, либо не продолжает, заболевание, неважно какое заболевание и так далее. Да. Если у лица нет хотя бы одного дня трудового стажа, то лицу возможно назначить, инвалиду, да, возможно назначить социальную пенсию по инвалидности. Это инвалиды 1, 2, 3 групп, а также дети-инвалиды чаще всего, потому что у них, как правило, нет трудового стажа. Да? Размер указанной пенсии с учетом республиканской социальной доплаты составляет примерно 29 тысяч рублей. Кроме того, инвалидам, и также детям-инвалидам положена ежемесячная денежная выплата. Она зависит от группы инвалидности. Инвалиды 1 группы около 5 тысяч, и там, соответственно, меньше. Да. Но с даты установления ежемесячной денежной выплаты инвалиды имеют право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг. Что включается в этот набор социальных услуг? Да? Во-первых, это путевка на санаторно-курортное лечение, в том числе за пределы республики, в том числе и в Южной республике, да, Крым, Краснодар, Белокуриха. Также проезд в междугородном железнодорожном транспорте и проезд к месту лечения, а также обеспечение лекарственными препаратами. Кроме пенсионного обеспечения, да, инвалид имеет свои гарантии в жилищной сфере. Это в первую очередь в органах местного самоуправления инвалид может встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, то есть для получения жилого помещения. Да. Если же инвалид имеет хроническое заболевание,
которая исключает возможность проживания с другими лицами, ну, с другими членами семьи, да, то он имеет первоочередное право на получение указанного жилого помещения. Кроме того, инвалидам и членам семьи с инвалидами положена компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере 50% от затрат. Да. Кроме того, инвалиды имеют свои права, ну, гарантии в сфере трудовых правоотношений, это квотирование рабочих мест, это специальные условия труда со соответствием индивидуальной программы реабилитации. Да. В частности, туда включаются, вот, к примеру, инвалиды первой-второй группы не должны привлекаться к ненормированному рабочему дню. Да. Кроме того, их рабочая неделя не должна превышать 35 часов, да, но при этом зарплату они должны получать как, ну, независимо от... А что вот вообще такое ТСР, что туда входит и как вообще его получить? Да, действительно, ТСР это вот хороший вопрос, да. Основная мера поддержки, наверное, самая распространенная, да, ТСР это техническое средство реабилитации, способное, позволяющее компенсировать инвалиду те либо иные недостатки в связи с ограниченными возможностями здоровья, да. Перечень очень обширный, начиная от трости, там, кресла-коляски, подгузника, заканчивая, там даже входит в список собака-проводник, грубо говоря. Да? Как получить техническое средство реабилитации? Ну, во-первых, она должна быть предусмотрена индивидуальной программой реабилитации и реабилитации инвалида. И есть 3 способа получения указанного ТСР. Да. Первый — это в натуре, когда гражданин обращается, в том числе путем госуслуг, да, в отделение социального фонда с приложением пакета документов. При принятии положительного решения по указанному заявлению объявляется закупочная процедура, отделением социального фонда закупается и гражданину предоставляется. Минус этой процедуры, способа, да, это время, значительность времени, когда вот отдельная процедура закупки для гражданина. Но чаще всего это индивидуальные какие-то, ну, ушные вкладыши, там, ну, которые изготавливаются под конкретного гражданина. Да. Второй способ, полагаю, самый удобный, это электронный сертификат, когда гражданин с пакетом документов и заявлением подает, ну, предоставляет реквизиты карты МИР. На карту МИР при принятии положительного решения на карту МИР поступают средства, на которые гражданин также может приобрести указанное средство реабилитации. И третий способ — это когда компенсационный, но он уже не применяется с 1 января 2025 года, да, когда гражданин раньше мог приобрести самостоятельно и получить возмещение за затраченные средства на приобретение указанного технического средства реабилитации. Евгений Петрович, а имеется ли вообще обязанность у работодателя трудоустроить гражданина с установленной группой инвалидности? Таких вот? Да, интересный вопрос. Работодатель не имеет права отказать гражданину в приеме на работу в связи с его инвалидностью. Кроме того, да, более того, в соответствии с законом Республики Саха-Якутия номер 1079, у работодателя есть обязанность создать квоту рабочих мест. Да, например, при численности работников свыше 100 у него квота составляет 4%. Да, то есть из 100 работников 4 рабочих места должны быть заняты только инвалидами. В случае, если работник не заполняет эту квоту, да, то есть не набирает работников из числа инвалидов, работодатель может быть подвергнут к административной ответственности по статье 5.42 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, ну, то есть за незаполнение вот этой квоты. Органы занятости населения нас периодически информируют о том, что те или иные работодатели заполняют, либо не предоставляют, либо предоставляют нулевую отчетность по указанным показателям. Поэтому, да, у работодателя есть обязанность, ну, определенных работодателей, да, есть обязанность свыше 35 чисел. У работодателей со среднесписочной численностью работников выше 35 человек есть обязанность трудоустраивать инвалидов. А если вот человек, да, с ограниченными возможностями здоровья, все-таки их права нарушаются, да, вот куда ему обращаться, что вот делать? В зависимости от сферы, в какой нарушено, да, например, если в сфере обеспечения лекарственными препаратами, первично гражданин может попробовать обратиться в вышестоящий орган, там, Министерство здравоохранения, либо отделение социального фонда, да, если нарушения в течение длительного времени не устраняются, либо они требуют прокурорского вмешательства, граждане могут обратиться в территориальные органы прокуратуры, которые находятся в каждом районе, и, соответственно, указанное заявление будет рассмотрено в установленном порядке и будет принято меры реагирования. А если работодатель вот отказал, что делать тогда? Вообще, если работодатель отказывает в приеме на работу необоснованно, это
у работодателя может настигнуть уголовная ответственность, необоснованный отказ в приеме на работу, да, но если работодатель отказывает в приеме на работу, это прямая дорога либо в госинспекцию труда, либо к нам, если с учетом категории важности, да, вот, социально незащищенной категории, как инвалид, да, то будем рады помочь таким. А, кстати, какие-либо налоговые вычеты предусмотрены? Да, статьей 215 Налогового кодекса предусмотрен стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода. Да. Ну, вот, да. Для инвалидов первой и второй группы и детей, инвалидов с детства. Так. Евгений Петрович, а вот должны ли все здания быть доступными для маломобильных групп населения? Да, с этой проблемой мы сталкиваемся, да, в своей деятельности, когда здание не имеет доступа. В соответствии вот со 181 законом, да, вот, который был ранее озвучен, и законом номер 384 технический регламент о безопасности зданий и сооружений, все здания, построенные после 2016 года, должны иметь доступ маломобильных групп населения. То есть должны иметь пандус, подъемник и так далее. Да? Если здание построено до 2016 года, то тогда органы государственной власти должны установить техническую возможность обустройства этого здания. Есть объективно здания, которых обустроить нельзя. Пандусом, ни подъемником не позволяет, да, как бы габариты. В таких случаях, если обустроить нельзя, техническая возможность отсутствует, орган государственной власти, либо орган местного самоуправления, собственник зданий и так далее, ну, ответственный за эту сферу, да, должен по согласованию с организацией инвалидов, которая действует на территории муниципального образования, по согласованию с ним принять техническое решение. То есть установить кнопку, поставить табличку Брайля с номером телефона ответственного, дежурного там, и так далее. Да? Ну, вот, найти должны техническое решение, которое позволило бы обеспечить доступ маломобильных групп населения. А вот они, если инициативу свою проявить хотят где-то из учреждения, не могут обратиться куда-нибудь? Вот. Инвалиды имеются? Да, в виду? да. О том, что не могут попасть в какое-либо здание, да. они могут обратиться также, ну, в первую очередь, это в прокуратуру, да, в территориальную, да, и прокуратура проведет проверку на предмет технической возможности либо невозможности, да, здания. Вот простой пример, да, в Намском районе мать ребенка-инвалида обратилась на личный прием к руководству прокуратуры республики о том, что возведенный вновь новый дом, да, вот, введенный в эксплуатацию в 2024-2025 году, не имеет доступа, ну, не имеет пандуса, грубо говоря, да. Приняты меры прокурорского реагирования, пандус установлен. Как бы, ну, вот так вот быстро все решается. Ну, спасибо, Евгений Петрович, что сегодня к нам пришли, рассказали действительно очень важную для республики тему. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.